Вы сейчас услышите настолько уникальную историю, которая вот вас просто вот поверите в то, что чудо существует. Поэтому, Асельечка, включайте звук, включайте микрофончик. Микрофон, Аселя, микрофон. Микрофон, ага, Ага, все. все. Я переключаю экран на вас. Так, выключаю себя, и мы внимательно вас слушаем, потому как мы очень хотим услышать вашу историю, потому что история на самом деле уникальная и чудесная. Ага. Так, всех приветствую, дорогие друзья. Приветствую. Доча, привет. Доча, там еще есть у меня доча. Меня зовут Асиль Тажибаева, я мама 5 детей. Приветствуйте, доча. Привет. Вот, мои сыновья сейчас на улице, они не хотели с нами вместе выступать. Вот мои дочери, они будут сидеть, наверное, я не знаю. Вот, рассказываю, я живу в городе Усть-Каменогорск. Городе Усть-Каменогорск. Мне 41 год, мама 4 детей, я домохозяйка. И в Академии «Успех вместе» я 2018 года вот услышала через, получается, WhatsApp, через интернет. Ко мне отправили просто результаты людей, и там я увидела результат грыжа позвоночника. Я тогда только о себе не думала, и тогда было просто, у мужа была грыжа позвоночника, он каждый день ко мне домой приходил после работы и доставал и говорил, что делай массаж, и поэтому я тогда просто увидела этот ролик и позвонила человеку и спросила, точно ли поможет ваша одна капсула, вот грыжа позвоночника, и он мне направил, просто он тоже был новичок, и он мне направил своего менеджера, я с ней разговаривала, она мне сказала, 100% поможет. Все. И я начала, сразу же купила 10 капсул, и начали мы принимать с мужем вместе. И у меня тоже были очень различные эти диагнозы. У меня был двухсторонний пилонефрит, у меня было еще давление, на руках была экзема и очень много различных аллергий. И я очень благодарна клеточному питанию с первого магазина Best Baby, да, благодарна Андрею Артуровичу, с которым он тогда познакомил нас с Академией «Успех вместе». Я сразу же начала заходить, и наш Андрей Артурович мне сразу понравился. И сейчас у меня еще минус 14 килограмм, нормализовался вес. И вот и мужа прошел грыжа позвоночника, у него прошел еще варикоз, остеохондроз. И хочу рассказать просто самый главный результат у нас про сына 5-го. В 2022 году, когда я уже ходила беременная, у меня случилась отслойка пациента 29 недель. И ребенок родился недоношенный ребенок, и получается вот кесарево сечение. Когда ходила беременная, у меня все было нормально, и у ребенка было все нормально, потому что мы принимали продукцию, да, и получается, когда я прошла УЗИ, 2 раза УЗИ прошла, и у ребенка все было нормально. Прямо мне показывали и руки, и ноги, и все органы, прямо все показывали, все развивается, все нормально у вас у ребенка. И получается, когда у меня случилась отслойка, ребенок лежал у меня в животе где-то 5 часов без кислорода и в крови. И нам срочно сделали операцию. Ребенок, когда родился, даже не плакал. Самый тяжелый был ребенок. И сразу же увезли в реанимацию. У меня это было все впервые, у меня был шок.
но благодаря клеточному питанию я прямо сразу же позвонила мужу и принеси мне наше клеточное питание, чтобы я должна двойной-тройной дозе принимать, чтобы и с молоком ребенку еще попало. И получается, я тройной дозе начала наше дневное питание пить, двойной дозе пила ночное питание. И тогда вот в неделе ребенок, вот самый тяжелый был ребенок, и в неделю его даже не кормили. Он даже 1 миллиграмм молока не переваривал. Вот эта неделя у него случилось 3 раза кровоизлияние мозга, получается инсульт получил, и инфекция еще ему попала, еще на сердце была очень большая дырка. В общем, врачи думали, что он не выживет. Когда я заходила к врачам, каждый раз, когда заходила, они мне только твердили, что он самый тяжелый, у него результаты анализа очень плохие. И когда уже мы начали кормить, ребенок даже не двигался. Представляете, 20 дней он без движения просто лежал. И 25-й день я захожу к врачам, заведующему, и она мне говорит, что у моего ребенка вообще легких не было. 100% гной был. И говорит, это вообще мы думали, что... они мне говорили, что мы надолго в реанимации будем лежать на аппарате, потому что с таким легким у нас ребенок долго будет лежать. И я просила Бога, я молилась тогда. И каждый день, каждый раз, когда я заходила к ребенку, я прямо просила Аллаха. Сейчас. Просила Аллаха, чтобы он оставил мне ребенка. Все хорошо. Сейчас. Минутку. Да, все хорошо. Вот. И 25-й день, когда я зашла к заведующему, она мне сказала, что с вашего ребенка льется прямо гной. Мы, говорит, каждый день его спасали. И это, говорит, хорошо, что оно выходит, говорит, выходит все. И получается, 3 раза кровоизлияние было. Ой, у нас чрезвычайная ситуация. Вот, и когда я... На чем я остановилась-то? Кровоизлияние в мозг. Кровоизлияние мозга, когда было, 2 раза, когда было, третий раз, когда мне врач сказал, если 3-й раз кровоизлияние мозга будет у ребенка, у вас будет диагноз гидросефалия. А потом я уже на следующем прихожу, и мне говорят, что 3-й степени кровоизлияния мозга у ребенка. И говорят, надеемся на лучшее, что такого диагноза у вас не будет. Но когда было уже ребенку месяц, голова резко стала расти. И 40-й день у него голова была очень большая. Галина, может, показывает уже ребенка, да, наверное, какой он был. Да, какой он был. И получается, когда пришел нейрохирург сказал, что если срочным образом не делать операцию, если пропустим время, ребенок даже не может, организм может не принять аппарат, и такое тоже может быть. И нам нужно было срочно набрать вес, и когда было 2 месяца, отключать еще от аппарата. И мне сказали, вы у нас надолго, потому что у вас легкие совсем нехорошие. Но я прям верила, я чувствовала, и прям давала, я прямо верила, у меня была большая на продукт.
я не переставая, по сей день прямо не переставая даю наши продукты. И когда 45-й день отключили ребенка от аппарата, врачи сами были в шоке, потому что с таким легким, говорят, у нас дети говорят, очень долго лежат. Даже был ребенок, рядом с нами лежал, 2 февраля родилась она девочка, и когда нас отключили от аппарата, она до сих пор там без, стопроцентно на кислороде лежала. И нас поднимают наверх, и мы там учимся кушать сами, да, убираем там зонд, готовимся к операции, и когда было на 2 месяца, перевели на другую больницу и сделали первую операцию. Мы сделали первую операцию и поставили аппарат шунт, и когда вот 3 месяца, за 3 месяца ребенку сделали 4 операции, представляете? Но благодаря нашим продуктам ребенок приходил в себя быстро, да, за сутки он уже приходил в себя после операции. И когда вторую операцию сделали, даже у ребенка было гемоглобин 87, даже врач-анестезиолог приходит, говорит, у вашего ребенка гемоглобин 87, но мы берем, говорит, вашего ребенка, рискуя, говорит, берем на операцию, сделаем, говорит. Но чуть-чуть подольше он восстанавливался, но все было нормально, потому что я давала детское еще продукты, наша с первого магазина. И когда уже случилось 4-й раз сделали операцию, ему вот организм просто, его организм не принимал вот этот аппарат, антитела, инородное тело вообще не принимал. Первый раз он шунт забился, второй раз гной пошел на голове, потом на животе пошел гной. Наверное, Аллах нам давал время, что вот наши продукты новые, Success Together выйдет, и все обойдется без всяких операций. Просто заведующий врач-нейрохирург, он поставил на голову аппарат, и мы каждый день с 13 августа каждый день делали функцию, убирали жидкость на голове у ребенка. До 100 мл они откачивали жидкость. И мне сказал, через 2 месяца, август, сентябрь, октябрь, мы сделаем операцию и поставим на живот обратно шунт-аппарат. Но получается, мы в сентябре еще лежали в больнице, и мы просто лежали на питание, чтобы взять, нас положили на неделю, и получается оттуда выходим с больницы, да, и мы опять что-то стафилококк какой-то захватили, и мы начали болеть, он начал терять вес, и вот получается октябрь, декабрь, мы находимся дома, и в декабре выходит наш продукт Success Сибири, да, и сразу же я прям у Лязат купила наш Дикавитин Air и сразу начала давать ребенку, открывала одну капсулу делила на 3 части, и утром, в обед и вечером давала одну капсулу. И в январе у нас, да, пневмония, обнаружили пневмонию еще, нас положили, когда было без температуры, а потом мы где-то 10 дней лежали, вышли, потом у нас опять возвращали, воспаление идет, какое-то воспаление идет, через где-то неделю опять нас ложат в больницу, но 26 января нам сделали функцию последнюю, откачали где-то 50 мл жидкость, после этого у нас жидкость не вышла. Но потом, когда вот уж после 26-го нас положили в больницу, у нас обнаружили двухстороннюю пневмонию, и у нас была температура, и мы думали, что вот нейрохирург тоже самое мне объяснил, что на фоне температуры у вас идет обезвоживание, поэтому жидкость пока не будет выходить, но потом как постепенно оно и выйдет.
И мы ждали, и я прям надеялась, что жидкости больше не будет. Я прям верила, я чувствовала, что у него восстанавливается все это. И я говорю, я внутри себя говорю, нет, все, мой ребенок будет жить без аппарата. Мы, говорю, аппарат берем. Но когда нам делали первую и вторую операцию, я каждый раз врачу-хирургу, лечащему захожу и спрашиваю, скажите, говорю, у нас есть, говорю, потом когда-нибудь хоть без аппарата, вот этот аппарат убрать, хоть шанс, 1% шанс, говорю, есть? И мне тогда сказал наш врач, говорит, может быть, у кого-то других детей, может быть, есть, там легкие, да, формы есть гидросефалии, но именно у вашего ребенка такого шанса нету. У вас, говорит, ребенок что-то зависимый, он до конца своих дней будет жить с аппаратом. И все равно у меня внутренний голос говорит, что мы когда-нибудь этот аппарат уберем. И получается, через 1,5 месяца он, вот наша Декалитин Р, наша Success Сибирь восстанавливает, получается, вот эти желудки, да, и жидкость останавливается. И 26 апреля, когда я пошла еще раз сдавать анализы, полностью обследовать, посмотрели, КТ сделали, и врач такой приходит с таким удивлением на меня смотрит, говорит, мама, говорит, у вашего ребенка, не подтверждаю, говорит, гидросефалию, у вашего ребенка, говорит, жидкости нету в голове. И на меня смотрит, он мне показывает все это прямо на компьютере, и мне он говорит, вы, говорит, не радуетесь, говорит, у вашего ребенка может быть микроцефалия. Мозг не может, оно не развивается, он говорит, как этот, не пишет, как орешка, в орешке, когда говорит, этот, сейчас не пишет. Когда орех открываешь. Да, когда орех открываешь, там же засохшие орехи бывают, да? Вот таком, как это, у вашего ребенка, как засыхает как мозг. У меня было так смешно, просто посмотрела на него. Я говорю, вы мне, говорю, одно скажите. Я говорю, если, говорю, ладно, говорю, это вы как сказали, да? Есть говорю, шанс, говорю, что мозг может на место стать и нормально будет работать, как у нормального ребенка. И он мне сказал, что есть шанс. Я говорю, все, мне вот это вот хватит, говорю, потому что я знаю, что я даю. Я слушала нашего Андрея Артуровича, когда я слушала Андрея Артуровича, когда он рекомендовал, когда вот слушала Элита Мустафаеву, все эти состав все говорили, у меня вера была в продукт, никого не слушала, я давала, по сей день даю, сейчас мы их принимаем. Можно переменить? По сей день даю Витабрейн сейчас с марта, когда вышла Витабрейн, я сразу же купила и даю уже по сей день. Витабрейн принимаем, инулин еще принимаем, еще даю омегу, ребенку даю. На инулине по чуть-чуть, третью часть даю, а Витабрейн одну капсулу делю на раз. Вот утром, об обед и вечером даю. Когда у ребенка бывают приступы, я забыла сказать, что когда была у нас пневмония, когда у нас еще обнаружили, у него был приступ эпилепсии, судороги случилось, когда пришел невролог-врач, заведующий это отделение, спрашивает, у ребенка никаких этих нету неврологических, откуда это судороги? Вот тогда просто врачи, когда приходили, врачи приходили, и они ждали просто диагноза у нас, что у нас будет ДЦП, что у нас будет ЗПР, что у нас будет микроцефалия. Они просто ждали, и у меня каждый раз спрашивали, у вас не поставили такой диагноз, у вас не поставили такой диагноз. Я такая говорю, нет, у нас нету таких диагнозов. И получается, когда судороги случилось, невролог приходит, и она вот так вот за вопрос задает, и он говорит, вот и началось, как будто ждали диагноза ДЦП, да? И получается, 3 раза случилось у нас судороги. Тогда у него полностью парализовало одно
вот левая сторона была парализованная. И я сама испугалась, что действительно у нас, наверное, будет этот ДЦП, но все равно было внутри вера, этого не должно быть. И потом сделали еще КТ, еще посмотрели, почему левая сторона не работает у ребенка. И тогда просто посмотрели КТ, и невролог врач приходит, мне говорит, я, говорит, вообще отрицаю с нашей стороны, неврологической стороны, у вас ничего такого нету. Это, говорит, нейрохирургия. Врач придет вам объяснить. Оказывается, вот этот аппарат, когда стоял, он задвинулся и зашумел, туда проткнулся куда-то, и зашумел нерв, и полностью левая сторона парализованная была. И потом постепенно ребенок приходил в себя, уже начал двигать руками, ногами, и все было нормально. И вот 26 апреля вот сдаем анализы, он такое удивлением смотрит, потом мне говорит, через 3 месяца просто приходите, мы еще раз посмотрим, и, может быть, мы уберем аппарат. И я домой пришла, где-то после уже месяц проходит, я прям чувствую, что вот этот аппарат прям мешает ребенку, мешает. Он тормозил, как развитию тормозил, да, он только в одну сторону смотрел. Он, когда его зовешь, он слушает, да, знает, что его зовет, но не мог посмотреть, где он вообще, взгляд останавливается на одном месте, и все. И когда уже через месяц я говорю, нет, мне нужно идти, я пошла, говорю, уберите, говорю, нам вот этот аппарат, потому что он вообще, говорю, нам мешает. И они посмотрели, все, анализы мы сдали, все КТ все посмотрел, говорят, да, действительно, говорит, аппарат просто так вот стоит, и быстренько, 5 минут, наверное, и 10 минут даже не прошло, сразу убрали аппарат, сделали операцию, и вот сейчас мы живем без аппарата уже 2-й месяц. У ребенка развитие вообще сейчас нормальное, да, он смотрит, он улыбается, он уже на меня прям четко на меня уже смотрит, а раньше вообще он не смотрел. А вот такие результаты, прям благодарность, огромная благодарность Андрею Шаура. Сейчас. Потому что он придумывает такие продукции. Я еще жду нашего дневного Success Night, Success Day, потому что я хочу еще дать Success Night ребенку, вечернюю, потому что он полностью, вот Акцелер полностью восстановил легкие, да, я хочу, чтобы у него органы все прям четко все работало. Поэтому очень жду нашего продукта. Сразу буду давать ребенку и сама буду принимать. И когда я была в больнице лежала, тогда начался в 2022 году марафон, и прямо у меня было желание участвовать на марафоне. И когда Лидия Хамитова сказала, говорит, что, ты же все знаешь, ты же все делаешь, участвуй, говорит, делай, говорит, действия просто, сделай каждодневные рекомендации и не пропускай марафон. И я такая говорю, да, я тоже, говорю, не хочу пропускать, потому что я ждала, и если я пропущу этот марафон, думала, что все, я уйду. И слушай, просто мне спасли тренинги Андрея Артуровича, держать свое состояние, держать себя, вот позитивно держать себя, потому что я не хотела себя прямо уходишь же все равно, о проблемах думаешь, да, и ребенок в таком состоянии. И вот это вот все убрать, и хотела держать себя в состоянии просто. И вот тренинги Андрея Артуровича, слушая Андрея Артуровича, получается, я просто выжила. Вот так. Огромная благодарность. Благодарю тебя, Галина, за то, что ты меня еще сегодня пригласила, чтобы я рассказала о своем результате о сыне, делилась. Я хочу, сделаю еще ролики, у меня есть все ролики, видео, фото, все сделаю, и прямо потом попозже
как результат поставлю, потому что сейчас у нас идет еще киста головного мозга, я забыла сказать. После, как только жидкость ушел, у нас образовалось две кисты, сейчас он уже рассасывается, уменьшается. Сейчас мы в начале августа еще раз пойдем. В начале июля, когда я пошла, сделала УЗИ, у него было 35 и уменьшился на 5 миллиметров. Представляете? Это вообще супер, это вообще круто. Вообще слов нету, только благодарность. Success Together, Академия Успех вместе — это круто, Академия Успех вместе — это мое. Все, наверное. Да, я вот прям сидела, слушала и в который раз переживала, да, вашу историю, потому что историю о Селе знаю уже давно, и мы уже давно наблюдаем за ребеночком, точно так же и сопереживали вот это все, вот эти вот все этапы проходили, да, поэтому огромная благодарность Аселе, да, что вот вышли вот сегодня наконец-таки, да, и рассказали, ага. Вот проходила же в Бишкеке живые встречи, да, у нас тренинг, приезжала Айгуль, Айлита, тогда ты мне сказала, что мы про тебя говорили. Я потом нашла у Байгазы, я увидела там прямой эфир, Байгаза снимал, я прям нашла вот этот прямой эфир и послушала про меня, как Айлита говорила, что ребенок, когда она посмотрела, что ребенок вообще не жилец, вот тогда вот Лязат, просто когда я отправляла фото, я спрашивала у Лязат, говорю, что ответила Айлита, что она сказала? Она сказала, говорит, ничего. Она, говорит, молчит и ничего не ответила. Оказывается, они просто меня не говорили, что ребенок такой увидел, да, фотографию, да, точно. Я сейчас сама смотрю, такой ребенок еще сейчас таким стал вообще. А еще у нас было 4 ребенка с таким диагнозом, 3 ушли, только единственный ребенок остался жив. Мой ребенок. Вот так. Круто. Галин? Конечно же, огромная благодарность, Аселе, за историю, за то, что так прям подробно поделились, да, то есть как бы мы пережили вот эту историю вместе с вами, и благодарность большая, конечно же, нашему наставнику за такие продукты, потому что вот именно благодаря тому, что он поддержал тренинги, да, как ты сказала, что вот прям благодаря тому, что ты слушала постоянно Андрея Артуровича, просто морально выжила. И продукт вытащил ребенка, и рекомендации наставника, и в принципе Академия спасла жизнь и не только ребенка, но и твою тоже. Поэтому большая благодарность нашему наставнику, большая благодарность нашим топ-лидерам, потому что всегда все на подхвате, всегда все рукопомощи протянуты постоянно. И вот благодаря вот просто благодарность большая, я думаю, что тут даже добавить нечего. Это проект от Бога на самом деле. Благодарю еще моего менеджера Лязат Ибраева, Шарип Талулбаева, потому что я всегда прям чувствую от них, с их стороны поддержку, всегда прям поддерживает, переживает за меня, прям каждый раз спрашивает, что с ребенком, и прям, чувствуется поддержка огромная. Всем прям огромная благодарность нашим тоже топ-лидерам, тоже благодарность Айлите, Айгуле, да.